Здравствуйте! В эфире специальный выпуск новостей Татарстана. Он посвящен главному политическому событию года – саммиту БРИКС. В студии Елена Зинатуллина. Татарстан встречает! Я давно ожидал визита в вашу республику. Кто уже прилетел на саммит глав государств БРИКС, расскажет Дмитрий Аренин. Исторические переговоры. В столице республики, в Казани. Это очень самобытный, интересный, быстро развивающийся регион нашей страны. О ключевых тезисах встреч Владимира Путина с главами государств расскажет Рамиль Галиуллин. Женский взгляд БРИКС. Бизнес-отношения, то есть налаживание всех контактов и развитие во всех странах БРИКС. Какие возможности появились у предпринимательниц благодаря женскому деловому альянсу БРИКС? Репортаж Вероники Гайнудиновой. В Казани завершается первый день саммита БРИКС. Наша столица приняла огромное количество гостей. Иностранные делегации и большинство глав государства уже находятся здесь. В губернаторском дворце Казанского Кремля двухсторонние встречи проводит Владимир Путин. Кортеж Си Цзиньпина тепло встретили у отеля флагами Китая и плакатами. Саммит в Казани освещают 2000 журналистов, в том числе международные СМИ. Это тема номер один в федеральной повестке. Всего на саммите делегации из 36 государств. 22 из них представлены первыми лицами. Заявлены руководители 6 крупнейших международных объединений. Они тоже прибывают сегодня в Казань. Обширная география свидетельствует о большом интересе к БРИКС, его значении на мировой арене и активном развитии объединения. Казань на несколько дней стала центром большой политики. Пост в соцсетях Раисы Татарстана без преувеличения сам по себе символизирует широту души России и традиционное гостеприимство Татарстана. На фото мировые лидеры сразу после приземления в столице. Они не скрывают удовольствия от визита в Казань. И каждый жмет руку Рустаму Минниханову. Подписан пост одним емким татарским словом «башладык». В переводе на русский «начали». Напряженный график работы сегодня в аэропорту имени Габдуллы Токая. Каждый час прибывали правительственные борты. Весь мир следит за визитом в Татарстан лидеров государств БРИКС и стран-участниц. Главные встречи высоких гостей проводит лично Рустам Минниханов. Он уже принял председателя КНР Си Цзиньпиня, президента ЮАР Матамелу Сирила Рамафосу, премьер-министра Индии Нарендру Моди, премьер-министра Эфиопии Аби Ахмеда, президента Египта Абдельфатаха Сиси. Церемонии встреч наполнены национальным колоритом Татарстана. С чего начинается визит в республику, в нашем обзоре. Большое внимание сегодня было приковано к прилету председателя КНР Си Цзиньпина. Китай – один из ключевых членов БРИКС и крупнейший в мире производитель товаров и услуг. Китайского лидера у трапа встретил Рустам Минниханов. Си Цзиньпин отметил, давно хотел приехать в Татарстан и поблагодарил Раису Республики за высокий уровень подготовки к саммиту БРИКС. Я давно ожидал визита в вашу республику. Спасибо за встречу. Вы много очень хорошей работы для подготовки саммита в Казани. Гостю предложили попробовать каравай и чак-чак. Как оказалось, татарское национальное лакомство Си Цзиньпину хорошо знакомо. А у нас в Китае тоже есть. Китайские власти неоднократно поддерживали расширение БРИКС. В организации страна председательствовала в 2022 году. В разговоре с иностранными журналистами Рустам Минниханов отметил значение БРИКС и важность многополярного мира. Ведущие мировые лидеры. Мир должен быть многополярный. Уже сегодня с главой КНР встретится Владимир Путин. Кортеж Си Цзиньпина тепло встретили у отеля. Его приветствовали флагами Китая и плакатами «Добро пожаловать в Россию». Добро пожаловать в Россию! На самолете в цветах национального флага в Казань прилетел премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед. Он лауреат Нобелевской премии мира за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей. Доброе утро! Добро пожаловать в Россию!
У трапа на красной ковровой дорожке высокого гостя встретил Рустам Минниханов. Супруге премьер-министра Эфиопии Зинаш Таичу раис республики вручил букет цветов. Она попробовала хлеб с солью. Выбор Абий Ахмеда пал на чак-чак. Отметим, Эфиопия официально вступила в БРИКС 1 января этого года. Глава правительства Индии Нарендра Моди в Казань прилетел в клетчатом жилете. Под ним традиционная курта, свободная рубашка до колен. При встрече Рустам Минниханов поздравил премьер-министра с вручением ему этим летом ордена Андрея Первозванного. Награду удостоил Владимир Путин. Добро пожаловать в Россию. Приятно вас видеть. Поздравляем вас с большой российской наградой. Мы очень обрадовались. Индия состоит в БРИКС с момента его основания, как одна из крупнейших экономик мира. Нарендра Моди приветствовал встречающих традиционным индийским жестом. О визите в Казань на саммит Нарендра Моди выложил пост на русском языке в своих соцсетях. Приземлился в Казани для участия в саммите БРИКС. Этот саммит очень важен, и обсуждения на нем помогут сделать нашу планету лучше. Для участия в саммите приехал президент Египта Абдель-Фаттах Сиси. У трапа его встретил Рустам Минниханов. Египет стал членом БРИКС в начале этого года. Страна, связующая звено между Ближним Востоком и Северной Африкой. Рад вас видеть. Спасибо, что вы вместе с нами на большом уровне. Добро пожаловать в Россию. У трапа самолета президента ЮАР Матамела Сирил Рамафоса встретил Рустам Минниханов. В БРИКС ЮАР продвигает интересы не только своей страны, но и всего африканского континента. Наш председатель парламента. Рустам Минниханов показал гостю, как есть каравай и чак-чак. Угощение гостю очень понравилось. Вечером в Казань прилетел президент Ирана Масуд Пезешкиан. Это его первый визит в Россию. В аэропорту его встретил премьер Алексей Песошин. Следом прибыл президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Его поприветствовал Фарид Мухаммедшин. Также председатель республиканского парламента встретил в воздушной гавани президента Конго Дениса Сунгессо. На саммит прилетел и президент государства Палестина Махмуд Аббас. Все главы государств оценили гостеприимство и радушный прием на татарстанской земле. Дмитрий Айринин, ТНВ, Казань. Премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента ЮАР Сирила Рамафосу, премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда и других гостей в аэропорту встречают особенно. На больших медиафасадах фотографии глав государств участников БРИКСа и персональные приветствия. Также на экранах появилась цитата Владимира Путина: «БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка». Сегодня на полях саммита БРИКС у Владимира Путина марафон двусторонних встреч. Переговоры глава государства провел в губернаторском дворце Казанского Кремля. Российский лидер встретился с индийским премьером, президентом ЮАР, главой нового банка развития БРИКС. Одно из самых ключевых событий саммита – переговоры с председателем КНР. На встрече с Си Цзиньпинем Владимир Путин отметил: Татарстан – самобытный, быстро развивающийся регион с талантливыми и трудолюбивыми людьми. Ключевые тезисы в репортаже Рамиля Галиуллина. Без преувеличения исторический момент. К губернаторскому дворцу подъезжает кортеж председателя Китайской Народной Республики. Си Цзиньпиня встречает лично Владимир Путин. Переговоры между китайским и российским лидерами не раз назывались одним из самых ожидаемых событий саммита. После долгого рукопожатия за стол переговоров участие во встрече принимает Рустам Минниханов. Переговоры президент России начал с поздравлений. В этом году страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Владимир Путин представил гостю Татарстан, дав высокую оценку как руководству республики, так и жителям. Очень самобытный, интересный, быстро развивающийся регион нашей страны. Регион этот может гордиться своими людьми, трудолюбивыми, талантливыми и своими темпами развития.
Си Цзиньпин отметил, он наслышан о столице Татарстана. Саммит БРИКС проводится в Казани. Я много узнал об этом городе. И я знаю, что этот саммит имеет большое значение. И мне стало известно, что 400 лет назад Великий чайный путь, который соединил наши страны, также проходил через Казань. И через этот путь китайский уишанский чай везли именно в Россию. Связи России и Китая. Образец того, как должны строиться отношения между странами, подчеркивает Владимир Путин. Товарооборот увеличился на 4,5%. С КНР сотрудничают и ряд крупных предприятий Татарстана. Подписано 8 соглашений с китайскими провинциями. Действует Генконсульство. Один из самых крупных совместных проектов ХАЭР. В Казани обучают более 2000 китайских студентов. Открыто прямое сообщение с Шанхаем. Успешно реализуем совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и во многих других областях. Здесь, в Татарстане, построен и новый логистический центр, которому присвоено имя Дэн Сяопина, который этот центр используется для грузоперевозок между нашими странами. С теплых объятий началась встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. О давних и дружеских отношениях двух лидеров говорит то, что это второй визит индийского лидера в Россию за полгода. И весьма символично, что Владимир Путин начал переговоры с шутки, забыв про переводчика. Позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани. Это один из наших исторически замечательных городов. У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Владимир Путин отметил, российско-индийские отношения носят статус особо привилегированного партнерства. Контакты укрепляются по линии законодательных органов. На постоянной связи министры иностранных дел. В хорошем состоянии товарооборот. В ноябре в Нью-Дели пройдет заседание межведомственной правительственной комиссии. Последовательно развиваются крупные проекты, подчеркнул глава государства, и поддержал решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть и вас, и всю вашу представительную команду в России. Моди в ответ поблагодарил Владимира Путина за дружбу и гостеприимство, а также признался в особом отношении к Казани. Мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. Встретился Владимир Путин и с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Именно у Южноафриканской республики Россия приняла эстафету председательства объединения. Говорили сегодня о двусторонней торговле. Она с начала года выросла на 3%. Российский лидер отметил, оба государства выступают за создание справедливого миропорядка. И, конечно, Россия придает особое значение укреплению отношений со странами африканского континента. Вместе работаем над практической реализацией принятых по итогам Петербургского саммита Россия-Африка совместных документов, декларации и плана действий до 2026 года. По словам южноафриканского президента, саммит в Казани организован на высшем уровне. Россия является ценным партнером. Мы рассмотрим вопросы, представляющие большую важность с точки зрения геополитики. Я говорю о всех событиях в мире, но также о вопросах, которые касаются торговли, мира, безопасности. Марафон двухсторонних встреч продолжился переговорами с Дилмой Раусеф, президентом нового банка развития БРИКС. Цель организации – финансирование инфраструктурных проектов государств объединения. Как отметили на встрече, банк с 2018 года профинансировал 100 проектов на 33 миллиарда долларов. Владимир Путин подчеркнул, организация – хороший и перспективный финансовый институт. Говорили и о расчетах в национальных валютах стран БРИКС. Это одна из актуальных тем саммита. Увеличение расчетов в местных валютах позволяет
позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить независимость финансовой стран-участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно, в сегодняшнем мире развитие экономики от политики. В свою очередь, Дилма Роусефф отметила, страны так называемого глобального юга, проще говоря, государств в южном полушарии, нуждаются в финансировании. Как вы уже отметили, мы действительно реализовали и направили финансирование довольно-таки масштабное на ряд проектов, однако все равно этого недостаточно в сравнении с нуждами стран глобального юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах. Впереди встреча с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Казань. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган прибудет в Казань завтра. Выступая сегодня перед однопартийцами, он заявил о желании расширить связи с БРИКС. В среду Эрдоган примет участие в расширенной сессии лидеров. Также запланирована встреча с Владимиром Путиным. Турецкий лидер выразил надежду на плодотворный процесс в Казани. Организаторы саммита представили программу мероприятий на все 3 дня. Сегодня проходит церемония встречи глав делегаций, которые прибыли на неформальный обед в Казанскую ратушу. Завтра совместное фотографирование глав делегаций, затем заседание саммита БРИКС в узком составе, потом в расширенном. Также в среду состоится церемония официальной встречи глав делегаций участников саммита. Завершит день торжественный прием. 24 октября по плану первое пленарное заседание в формате Outreach БРИКС+, и второе пленарное заседание в формате рабочего завтрака. Завершит саммит пресс-конференция Владимира Путина. На ней президент России подведет итоги масштабной международной встречи. На саммит БРИКС в Казань прибыл президент Мавритании Мохаммед Ульд Шейх Аль-Газуани. Ближе к вечеру прилетели вице-премьер Сербии Александр Вулин и генеральный секретарь Шанханской организации сотрудничества Минджан. У трапа самолета с традиционным хлебом, солью и чак-чаком высоких гостей встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин. Ожидается, что в самое ближайшее время в Казань прибудут министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия, принц Фейсал ибн Фархан Аль-Сауд, а также главы МИД Никарагуа Вальдрак Дженске, Кубы Родригес Парилья и Индонезии Сугиона. Координирует организацию мероприятий саммита, оперативно решает вопросы и нештатные ситуации. Главный операционный центр. Его возглавил Азат Кадыров, глава Минземимущества. В составе центра представители республиканских оперативных служб, министерств, организаций, занятых в рамках саммита. Как прошел первый день главного политического события в стране, мы спросили у руководителя главного операционного центра. Мы работаем в круглосуточном режиме, начиная с 14 октября. Ведем мониторинг хода проведения мероприятия, решаем нештатные ситуации, которые возникают в ходе подготовки и проведения мероприятия. Сегодня констатируем, что течение мероприятия идет практически в штатном режиме. Особое внимание эксперты и телеведущие уделяют Казани и татарстанскому гостеприимству. На Первом канале в эфире общественно-политической программы «Время покажет» Казань сегодня несколько раз назвали центром мировой политики. И отметили, как гармонично в концепцию культурного многообразия БРИКС вписываются оба вида угощений, которыми встречают высоких гостей – хлеб-соль и чак-чак. Главу Южноафриканской республики сперва встречали с хлебом, солью, с караваем, а потом угостили традиционным татарским лакомством чак-чаком. Для них, конечно, это открытие. Понимаете, в чем дело? И вкусное открытие. Мы же все помним, что Си Цзиньпин очень любит русское мороженое. Вот теперь будет любить и наш чак-чак. Саммит БРИКС в Казани – тема номер 1 для всех федеральных СМИ. Все события освещает большой пул журналистов – 2000 человек со всего мира. На русском, английском, французском, китайском, казахском и других языках они рассказывают своей аудитории о самых важных событиях и встречах саммита БРИКС. Одна из площадок для прямых включений находится прямо на крыше Татмедиа. Отсюда телеведущая Ольга Скобеева ведет прямые эфиры для канала «Россия-1». Основной пресс-центр сегодня открылся на Казань-Экспо. Здесь работают настоящие выездные телестудии. ЖД вокзал Казани. 9 часов утра. Скоростные поезда до аэропорта заполнены журналистами. Прислушавшись к советам организаторов, мы также вместе с коллегами решили доехать до Казань-Экспо на Аэроэкспрессе. Дорога заняла 45 минут. Добирались сюда, как и все журналисты, на замечательном шаттле-аэроэкспрессе. Вот, пока все нравится,
все в рабочем режиме. Казань классно. Я просто сам на четверть татарин, у меня дедушка татарин был, поэтому для меня эти места как такая небольшая историческая родина в том числе. По-татарски я вот выучил и Сен-Месес, да, здравствуйте, и Хайрла Ирте, доброе утро, да, поэтому Хайрла Ирте, ТНВ. В медиацентре работа кипит с раннего утра. Здесь ведущие готовятся к прямому эфиру. Операторы выставляют камеры, одни берут интервью, другие монтируют видео. Созданы все условия для полноценной работы телекомпании. Освещать саммит БРИКС в Казань приехали 2000 представителей СМИ из 59 стран. Только из Индии 30 журналистов. Впервые в Казани Кадамбини Пханго, новостной корреспондент телекомпании из Дели. Видеоотчеты саммита она отправляет ежечасно. Я уже успела немного осмотреть город. Он прекрасен. Здесь одновременно чтят свои корни и активно развиваются. Безусловно, за саммитом следит весь мир. Видно, что организаторы к нему тщательно подготовились. Каидай ведет прямое включение для Китая. 5-й год он работает корреспондентом телекомпании CGTN. В России во второй раз, в Казани впервые. Прекрасный город. Уже познакомились с вашей богатой культурой, погодой. Немного холодно, конечно, непривычно. Наш президент Си Цзиньпин тоже будет участвовать в саммите БРИКС. Мы понимаем, насколько это важное событие, и осветить его для жителей должны на высоком уровне. К эфиру Ариш Мухаммад готовится тщательно. О событиях саммита она рассказывает зрителям Арабских Эмиратов. Ариш выпускает новости сразу на арабском и русском языках. У меня мама русская, папа сириец. Отсюда я хорошо говорю на 2 языках. В том году мы были тоже в рамках тура, пресс-тура. Мы тогда как раз снимали подготовку, что будет, как будет выглядеть Казань, что тут готовится, какие платформы для того, чтобы вот проводить как раз вот этот саммит. В целом мы все это на арабском языке преподносили как стремление Татарстана и желание, почему это вот здесь проводится, желание показать, что здесь большие возможности, которые нужно использовать. В центре внимания журналистов вот эти огромные медиаэкраны. В режиме реального времени здесь транслируются самые важные события и встречи в рамках саммита БРИКС. Например, буквально пару минут назад здесь можно было увидеть, как в Казань прилетел самолет президента Китая Си Цзиньпина. На огромных площадях сотни столов с ноутбуками и интернетом, безлимитный Wi-Fi, кафетерий и зона отдыха. Все это позволяет журналистам освещать саммит БРИКС практически круглосуточно. На обед сегодня подавали салат, суп, горячие блюда и десерт на выбор. Все ваши национальные блюда похожи на нас. Бишбармак у нас, да? Бишбармак. Это мясо. Кониное мясо, овечье мясо. У вас тоже есть бишбармак. Да, борсок есть. Другие. Чак-чак. Блюда Эквадора и России отличаются. У нас больше готовят морепродукты, а здесь в приоритете овощи. Например, борщ. Это так необычно. А в Казани практически все блюда – это картофель, обернутый в тесто. Очень вкусно. В Америке такое не попробуешь. Казань в эти дни не сходит с экранов и газетных полос международных и федеральных СМИ. Работать в режиме БРИКС журналисты будут 3 дня. Они расскажут не только о важных политических решениях, принятых на саммите, но и откроют миру Казань и Татарстан. Сирина Васильева, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Казань сегодня принимает и женщин-предпринимателей стран БРИКС. Они считают, мягкая сила – это возможность продвижения продукции на внешние рынки. Женский деловой альянс в объединении создали 6 лет назад. Сегодня делегация прибыла в Агентство инвестиционного развития Татарстана, которое возглавляет тоже женщина Талия Минулина. О чем говорят бизнес-леди в репортаже Вероники Гайнудиновой. Кто может рассказать об экономическом потенциале Татарстана так же интересно, как это делает Талия Минулина? Женщин в БРИКС много, у них есть свой деловой альянс. Марианна Гали, управляющий директор финансового инвестиционного холдинга, возглавляет египетское отделение альянса. Уверена, у России и Египта есть много направлений для сотрудничества, от цифровых технологий до сельского хозяйства. Египет всего год в составе БРИКС, только через этот женский деловой альянс мы нашли много возможностей сотрудничества с разными странами-участницами. Я впечатлена разнообразием отраслей, которые развиваются в Татарстане. Мне кажется, здесь большое внимание уделяют стратегическому планированию. Это пример для других стран. О создании женского делового альянса БРИКС объявили в 2018 году в Йоханнесбурге. Уже через 2 года это сообщество поддержали главы государств-участниц. Каждая национальная часть альянса включает в себя по 5 представителей от каждой страны БРИКС. Все женщины – основательницы собственного бизнеса или руководители крупных предприятий.
Людмила Щербакова от российской стороны представляет сферу здравоохранения. Как в области развития фармацевтической промышленности, так и в области здравоохранения, по превентивной медицине и по возможности создания такой общей платформы, где можно получать информацию о развитии здравоохранения, о развитии фармы во всех странах БРИКС. Генеральный директор Татлифта Гульшат Загидуллина вошла в состав Альянса в июле и представляет промышленность. Она единственная женщина-бизнесмен в лифтовой отрасли. Уверена, представительницы прекрасного пола могут использовать свою мягкую силу для продвижения продукции за рубеж. Есть заинтересованность стран со стороны Египта, Ирана. То есть сегодня выстраиваем взаимоотношения с Индией. И основная задача Альянса, то есть это бизнес-отношения, то есть налаживание всех контактов и развитие во всех странах БРИКС. Будут приняты и принимаются очень серьезные решения, которые влияют на мировую экономику. И для Казани, для Татарстана оказаться в центре политических событий, экономических событий мира – это, конечно, большая ответственность и, конечно, большая удача. Для женщин подготовили насыщенную программу. Они познакомились с традициями татарского народа, примерили национальные костюмы. Вероника Гайнуддинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня делегация Эфиопии ознакомилась с научно-промышленным потенциалом республики на выставке «Сделано в Татарстане». Она расположена на площадке Госсовета. Особое внимание гости обратили на сельхозтехнику. 35% экономики Эфиопии – это сельское хозяйство. Интересовались IT-разработками и университетом Иннополис, где готовят уникальных специалистов в сфере робототехники и искусственного интеллекта. С промышленным потенциалом Татарстана ознакомился и посол Малайзии в России Чонг Лунлай. Он узнал, в нашей республике производится весь российский поликарбонат. Почти 42% каучука, больше 60% российских шин и четверть всего полиэтилена. Сельхозтехникой и электробусами интересовался и посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев. Он отметил, его страна напрямую сотрудничает со многими предприятиями, в том числе и теми, чья продукция представлена на выставке. Все дни БРИКС у здания Госсовета работает выставка промышленных достижений «Сделано в Татарстане». Рустам Минниханов поставил задачу провести презентацию на самом высоком уровне и с учетом интересов гостей. Сегодня ее осмотрел министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. В центре его внимания техника КАМАЗ. Антона Алиханова интересовал вопрос комплектующих и востребованности татарстанских машин в мире. Федеральный чиновник осмотрел сельхозтехнику, медицинские и полицейские вертолеты «Ансат» и зашел внутрь автодома от производителя из Азнака. В здании Госсовета Антону Алиханову рассказали о достижениях Татарстана в нефтедобывающей и машиностроительной отраслях. Нашу республику глава Минпромторга назвал опорным регионом с точки зрения промышленности. Не первый раз в Татарстане, со многими предприятиями, которые здесь представлены, уже знаком. Сегодня, завтра и послезавтра работаем в Татарстане. Будем посещать сегодня Зеленодольск, ваше судостроительное предприятие. Много важных для страны с точки зрения экспортного потенциала предприятий. Очень рад тому, насколько руководство республики внимательно относится и использует все меры поддержки, которые администрирует Министерство промышленности и торговли. Сегодня в столице Татарстана могут происходить локальные перебои в работе мобильного интернета. Они связаны с обеспечением безопасности во время проведения саммита. Об этом сообщили в оперштабе форума. Как отметили, временные сбои возможны по всему городу. При этом связь с экстренными службами обеспечена в полном объеме. Напомним, с утра многие пользователи сообщали о возникших проблемах с сотовой связью, особенно с сетью 4G. На время саммита БРИКС в отелях и на вокзалах Казани ограничили продажу алкоголя. Это касается 16 объектов, которые задействованы при проведении встреч глав государств. Бизнес-центра «Корстон», 6 отелей и 5 гостиниц, в которых разместятся гости и участники. Также ратуши, аэропорта, ЖД вокзала и речного порта. Ограничения предусмотрены только до розничной продажи. В дни саммита проще всего добраться до аэропорта на электричках. Составы ходят от железнодорожного вокзала «Казань-1» с интервалом в 20 минут. В сутки готовы перевозить до 7 тысяч пассажиров. На регистрацию в аэропорт городские власти просят прибывать заранее, за несколько часов, с учетом времени досмотра багажа. Кроме этого, во время БРИКС возможны изменения в расписании авиарейсов. Это был специальный выпуск новостей Татарстана. Мы работаем в прямом эфире и рассказываем обо всех последних событиях саммита БРИКС здесь и сейчас. До встречи в 21:30.
Что движет прогрессом? Твоя свобода. Твоя уверенность. Твой характер. Твой темп. Темп. Управляй прогрессом. А с промокодом еще дешевле. Только до конца октября успей обменять фишки на промокод со скидкой до 99% от стоимости всего заказа в приложении farmland.ru. Вот это я удачно в Farmland сходил. Вкладывайте свои сбережения по нормам ислама. Халяльные доходы. Накопите на хадж, на пенсию, на будущее детей. Приумножьте свои средства вместе с Амаль. А теперь о главном. До конца октября в магазинах Ермак при покупке одной куртки или пуховика вторая вещь вам достается бесплатно. Волгоградская 8 и Зорги 77. В Казанском цирке с 19 октября мини-фест мира «Эхо Азии». Здравствуйте, Исянмесис, в студии Динар Бадрудинов. В предстоящие сутки республика будет находиться под влиянием северного циклона. Подробности после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер по вашим размерам. Только в октябре при заказе кухонного гарнитура «Мойка», при заказе шкафа «Брючница» в подарок. Узнайте подробности по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Балтаси, Высокой горе и Кукмаре будет облачно, пройдут дожди. Температура днем плюс 8-9, ночью плюс 6 градусов. В Тетюшах, Кабицах и Камском устье облачно, осадки. Температура днем 9-10, ночью 6-7 градусов тепла. В Нурлате, Аксубаево, Черемшане облачно, осадки. Температура днем плюс 9-10, ночью 6-8 градусов со знаком плюс. В Нижнекамске, Агрызе, Актаныше облачно, дожди, температура днем 9-10 тепла, ночью плюс 6 градусов. В Вознакаево, Лениногорске и Бавлах пасмурно, осадки, температура днем 8-10 градусов тепла, ночью 6-7 градусов выше нуля. В туристических городах республики тоже облачно и дождливо. В Свияжске температура днем плюс 9, ночью плюс 6 градусов, облачно, осадки. В Болгаре днем плюс 10 градусов, ночью около 7 градусов выше нуля. Ожидается облачная погода и дожди. В Елабуге температура днем плюс 10 градусов. Будет пасмурно, пройдут дожди. Ночью 6 градусов тепла. В Казани будет облачно и дождливо. Температура днем плюс 10, ночью 7 градусов тепла. Атмосферное давление в норме 750 мм ртутного столба. Ветер западный около 4 метров в секунду. Влажность воздуха 80%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Всего хорошего. Берегите себя. Кэннерга замышлывался.